В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Обманутые дольщики смогут вернуть только стоимость квартиры, проценты банку нет. 6 компаний заинтересованы в проекте газопереработки в Якутии. Об этом сообщил глава республики на встрече с журналистами. Якутия вновь на крыле. Авиакомпанию допустили к международным полетам. Торговля в нарушении норм и правил. Руководство крестьянского рынка в Якутске закрывает глаза на санитарные требования. Поможем Максиму, мальчику из Уснеры, требуется экзоскелет. У ребенка редкое заболевание. Традиционный конкурс «Баянай» собрал лучших охотников в Ленском районе. Дольщики не смогут вернуть все платежи по кредиту при банкротстве застройщика. Эксперты предупредили о рисках новой системы защиты интересов дольщиков. На экскроу-счетах будет блокироваться только стоимость квартиры, а значит, заемщики не смогут в случае банкротства застройщика вернуть уплаченные по кредиту проценты. Действующее законодательство предоставляет дольщикам возможность взыскать такие убытки застройщика-банкрота. Однако нельзя сказать, что сегодня дольщики защищены лучше. К тому моменту, когда застройщик объявляет себя банкротом, взыскивать с него уже обычно нечего. В целом, эксперты уже сегодня рекомендуют покупать квартиры с использованием эскроу-счетов, так как даже с неполной суммой к возврату они дают большую гарантию достройки объекта или выплаты компенсации, чем покупка недвижимости напрямую у застройщика. Ни с чем можно остаться и при построенном жилье. Это касается жителей незаконных многоквартирных домов. Управление Госстройжилнадзора предупреждает об опасности сделок с застройщиками без разрешительной документации. Сегодня в Якутске прошел рейд по незаконным постройкам. Всего вместе с журналистами и представителями города посетили 10 объектов. Подробности в сюжете с Аргалан Захаровой. Дом в черте города с небольшим количеством соседей, индивидуальной планировкой, да еще за цену ниже рыночной. Кто откажется от подобного предложения? Однако слепо доверять такой рекламе не стоит. Дом на улице Лизы Чайкиной, трехэтажное строение, сегодня пустует. Больше 40 пайщиков жилищного кооператива «Новый дом» не могут заселиться в купленные квартиры. Окружной администрации разрешение строительства не выдавалось. В связи с этим данное здание является самовольной постройкой. На отдельную квартиру с определенной квадратурой право собственности у данных граждан отсутствует. Нет разрешительных документов, нет гарантии качества. Невооруженным взглядом можно заметить искривленные несущие конструкции, трещины на стенах. Сейчас против директора кооператива возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах. Однако даже это не останавливает жадных до чужих денег строителей. А здесь на улице Красильникова вырос целый микрорайон с незаконными домами. Раз, два, три и еще там 4-й дом без никакой разрешительной документации. Гарантировать, что проживать в них безопасно никто не может. Все дома жилые. Более того, даже коммуналка работает без сбоев, потому и верят строителям жители. Вот-вот, совсем скоро получат документы на право собственности. Но у нас и мусор вывозят тут, и можете в подъезд зайти, везде чистота, оплачиваем, люди оплачивают, и нормально. Документы-то есть, и вот скоро уже должны будут и документы на руки, на квартиру выдать. Но ждать придется долго. На сегодняшний день для того, чтобы узаконить эти квартиры, очень проблематично, поскольку все упирается в землю. Землю нужно в первую очередь выводить поскольку зона здесь для ИЖС, не для многоквартирного дома. Поэтому проблем очень много. А после доказать, что дом в первую очередь безопасен для проживания. Ведь речь идет о жизни и здоровье людей, а они не измеряются деньгами. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Якутск. 6 компаний заинтересованы в проекте газопереработки в Якутии. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев на встрече с редакторами республиканских СМИ. По словам Айсена Николаева, по оптимистичному сценарию первые продукты производства должны появиться к концу 2022 года. Это серьезно повлияет на рынок топлива, добавил глава республики. Реальное снижение цен может достичь 18% при реализации проектов переработки.
С авиакомпании «Якутия» сняли ограничения на выполнение международных полетов. Напомним, приказ о запрете на полеты в международном направлении был подписан в октябре прошлого года. Ограничения ввели после выявления целого ряда нарушений. Среди них недостоверные сведения о выполнении летной годности на самолете Boeing 737-800. Также авиакомпания допускала задержки рейсов, а в октябре принадлежащей авиакомпании самолет «Сухой» по маршруту Улан-Удэ-Якутск выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, подломив при этом стойку шасси. Росавиация сняла эти ограничения, а в авиакомпании «Якутия» сообщили, что все нарушения устранены, уже с апреля месяца будут возобновлены международные авиасообщения. Это Сеул, это Харбин. Дальше мы работаем над возобновлением разлетов и по маршрутной сети из Хабаровска и из Владивостока, то, что было и в прошлом году, это Янг-Янг и все эти сложные названия китайские городов, несколько и корейских. Дальше мы работаем над возобновлением полетов в Токио, Нариту из Южно-Сахалинска. Ну и также, конечно, нам было бы интересно возобновить полеты из Петропавловска-Камчатского в Анкоридж. Новым руководителем службы спасения Якутии стал полковник запаса Михаил Шестаков. Известно, что Шестаков окончил Ленинградское высшее военно-инженерное строительное училище. Проходил военную службу на офицерских должностях в ВМФ России, системе МЧС России. Руководил работами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального уровня. Уличная торговля на крестьянском рынке в Якутске несет в себе опасность для покупателей. Все дело в том, что согласно санитарным нормам хранения рыбы и мяса на улицах города допускается до минус 18 градусов Цельсия. Вся продукция должна храниться в специальных морозильных камерах. Однако, как показала практика, правила не писаны для торговцев. А руководство рынка не смущает, что температура воздуха днем в Якутске вдвое теплее положенного. В этом убедилась наша съемочная группа. Торговля идет полным ходом. Качество продукции даже по внешним признакам вызывает сомнения. Кроме того, на некоторых товарах отсутствует маркировка. Многие нечистоплотные торговцы не выполняют требования данного распоряжения и продолжают свою торговлю на улице, что является прямым нарушением правил уличной торговли. Уличная торговля, она зачастую проходит без ветеринарно-сопроводительных документов. Продукция, которая выставлена, она, скорее всего, не прошла лабораторные исследования. Такая продукция априори не может считаться безопасной. То есть там возможны различные заболевания, те же самые гельминтозы. Но никто не может сказать, что это будет безопасной продукцией. Такую продукцию мы не рекомендуем покупать. Если вы хотите купить продукцию, то покупайте в специализированных местах, где идет торговля этой продукцией. В том же здании крестьянского рынка, например, там есть очень много специализированных точек, и вы точно можете быть уверены, что вся продукция там прошла лабораторные исследования и безопасна для человека. Надо добавить, что крестьянский рынок сегодня является не только объектом продаж для горожан, а также местом, где закупаются туристы. Но условий как не было, так и нет. Теперь к проблемам бродячих собак. Поведение стаи собак зачастую непредсказуемо. Как не навлечь на себя агрессию и что делать, если содружество четвероногих настроено отнюдь не дружелюбно, расскажет Татьяна Вахнина. Весна – брачное время для собак. Четвероногие, как бродячие, так и домашние, отпущенные беспечными хозяевами погулять, сбиваются в стаи, являя реальную угрозу прохожим, поскольку их поведение непредсказуемо. В Алдане печальных прецедентов в последние годы не случалось, но, как известно, все до поры. Конечно, надо принять все меры, чтобы дети не боялись, свободно ходили и на каток, все, потому что родители-то все работают. Собака – животное социальное, поэтому она ищет максимальный комфорт. Свое пространство собака будет защищать, если ей кажется, что человек собирается этот комфорт нарушить. А раздражителем может выступить любой фактор – запах, шуршащие звуки, резкие движения и бурная жестикуляция. Сейчас ты пройдешь мимо, да, то есть ничего не сказав, там, ну, тебя вроде как пронесло, да. Следом может за тобой пойти ребенок, то есть и может что-то произойти, скажем так, не совсем, да, то есть как бы адекватная реакция со стороны животного. Опытные собачники советуют не бояться друзей человека. При страхе почки вырабатывают адреналин, и собака чувствует его запах. Однако справиться со страхом бывает весьма непросто.
сумках соцработника были шокеры. Ну, это как один из вариантов. А вообще мы звоним, конечно же, в администрацию города, пишем заявление, и по этим адресам, то есть где происходит скопление собак, они выезжают, ну и уже проводят свои мероприятия. Наступившей весной в Алдане бродячих собак больше не стало. Впрочем, степень угрозы не снизилась. Методы самосохранения разнообразны, однако предпосылки складывающейся ситуации создают люди собственной безответственностью и нежеланием заботиться о тех, кого приручили. Каждый должен нести ответственность за животное, как за человека. Поэтому очень жаль этих животных, которых нужно сдавать в приют. Потенциальная угроза жизни и здоровью, которую несет стая собак, лишь одна сторона медали. Безнадзорные животные являют резерв для циркуляции вирусов и инфекций. Некоторые из болезней могут быть опасными не только для животных, но и для людей. Здесь нужно и, как сказать, не только там, к органам власти, то есть какие-то там меры и так далее. Это все-таки нужно начинать с себя, я считаю. Избежать непоправимого иногда удается, если не спровоцировать агрессию стаи собак. Чтобы количество бездомных животных не увеличивалось, в силах человека сделать многое. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. На сейчас небольшой блок рекламы, и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Поможем Максиму, мальчику из Дуснеры, требуется экзоскелет, у ребенка редкое заболевание. Традиционный конкурс «Байнай» собрал лучших охотников в Ленском районе. Нерюнгринские и мирнинские хоккеисты на льду чемпионата Якутии среди детей. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск. Сегодня Международный день больных эпилепсией. В Якутии в последние годы наблюдается рост числа больных этим недугом. Подробности в материале Дмитрия Тымырова. Более 5000 якутян поставлен диагноз эпилепсия. У большинства из них заболевание считается приобретенным. Эпилепсия, она вызывается при структурных поражениях головного мозга, когда, например, после травм, после инсультов могут быть, когда очаговые изменения в головном мозге, могут быть симптоматические при каких-то дисметаболических изменениях. Чаще всего это при употреблении алкоголя. В основном эту печальную статистику в республике пополняют мужчины. Чаще эпилепсией болеют мужчины, потому что они чаще получают травму. И инсульты тоже часто встречаются у мужского населения. Это с чем связано? Что мужчины ведут активный образ жизни, употребляют алкоголь, асоциальный какой-то образ жизни, дерутся и так далее. Это тоже можно соотнести, и факторы риска у мужчин больше. В 2017 году в неврологическое отделение республиканской больницы номер 2 за помощью обратились 177 человек с диагнозом эпилепсия, а за прошлый год эта цифра достигла 196. Что касается детей, то сейчас в Якутии зарегистрировано с таким диагнозом более 1500 детей до 18 лет. Неврологи отмечают, среди детского населения приобретенных форм тоже растет. И этому влияет слишком частое злоупотребление компьютерными играми и играми на современных гаджетах. В последнее время молодежь, дети в основном увлекаются очень с гаджетами, компьютерными играми, целыми днями проводят. И когда идет очень частое мерцание перед глазами, особенно стрелялки, бегалки. И если ребенок предрасположен к судорогам, есть так называемые фотосенситивные судороги. И эти мелькание перед глазами, оно может спровоцировать судороги и быть таким триггером, так называемым, пусковым механизмом развития эпилепсии. Врачи сегодня настоятельно рекомендуют не верить мифам, связанным с эпилепсией, когда больному при оказании первой помощи нужно класть ложку в рот. Такой подход, наоборот, может погубить жизнь больного или нанести вред здоровью. У нас бывали случаи в приемном покое, что привозили пациентов без зубов, что ему пытались в рот засунуть предметы. Привезли однажды пациента, которому пытались засунуть ножницы, и изрезали полностью язык и ротоглотку. Ему пришлось проводить потом очень тяжелую операцию после этого. На самом деле человеку в приступе нужно просто оградить от предметов, которые могут нанести ему вред и увечья.
Благодаря Дню больных эпилепсией удалось повысить осведомленность людей о недуге и развеять всяческие мифы. Эпилепсия не является заразной и не передается по наследству в большинстве случаев. Риск передачи, конечно, остается, но он незначительный, не более 8%. Эпилептики вполне могут быть родителями здоровых и красивых детей, а 80% заболеваний сегодня контролируются лекарственными препаратами. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. А у 14-летнего Максима Ходорченко из поселка Уснера Емиконского района одна мечта – научиться кушать самостоятельно. У него очень редкое заболевание – ортогриппоз. Это заболевание поражает суставы и мышцы и деформирует их. Совсем недавно у Максима появился шанс исполнить свою мечту. Ученые из Волгограда дали добро на приобретение экзоскелета, который поможет его рукам двигаться. Ульяна Шагина подробнее о каждодневной борьбе со страшным недугом мальчика из далекого полюса холода. Я хочу сначала в школе хорошо начать программирование учиться, так как немного у меня бывает проблематично, так что мне сначала надо хорошо его выучить. Ну, я хочу им стать программистом. Еще при рождении Максиму поставили страшный диагноз – ортогриппоз с поражением верхних и нижних конечностей. Заболевание очень редкое. Вся жизнь Максима – это операции, благодаря которым он в 4 года сделал свои первые шаги. По Якутии у меня Максимка – первый ребенок, который с таким диагнозом родился. О страшном заболевании мама Ксения узнала только на 36-й неделе беременности. Диагноз прозвучал, как гром среди ясного неба. Первый долгожданный ребенок. Казалось бы, все рухнуло в одночасье. Но жалеть себя не было времени. Начались бесконечные обследования и операции. У Максима их было 7. В основном на коррекцию мышц и сухожилий. Трудно то, что он не может ходить в школу. Мы в зимнее время на улицу не выходим, мы никуда не ходим. Об амкинской девочке Ванессе Мучуруковой Максим узнал из интернета. У нее такой же диагноз, как и у Максима. В декабре прошлого года ученые из Волгоградского мединститута собрали для нее экзоскелет. Тогда уехать в Волгоград маме и дочке очень сильно помогли якутяне. Собирали деньги всем миром, и уже есть первые результаты. Я участвовала в легкой атлетике, заняла первое место. Надеюсь, мне экзоскелет поможет, чтобы мои руки поднимались вверх. Она стала поднимать руки выше, она может сама умываться. Видны результаты, я очень рада. Экзоскелет Экзар-34 предназначен для людей с расстройством опорно-двигательного аппарата. Он очень прочный и легкий, весит всего килограмм. Уникальная разработка волгоградских ученых подарила крылья уже не одному ребенку. И вот теперь такой шанс появился и у Максима. Я думаю, что Максим себя проявит тоже. Также только с хорошей стороны. Мы уже знаем, что он отличник у нас, что у него есть очень большое желание иметь экзар в своем пользовании. Максим очень нуждается в таком аппарате, но у родителей мальчика нет средств на его приобретение. На экзоскелет сказали в пределах 200 тысяч рублей. Плюс проживание, пропитание. Несложно подсчитать, что только на проезд с Емикона до Якутска, а потом и до Волгограда и обратно маме и сыну придется потратить не меньше 150 тысяч рублей. До заветной поездки осталось всего 2 месяца. И за это время семье Ходорченко нужно собрать не меньше 400 тысяч рублей. Родители Максима очень просят неравнодушных якутян помочь их сыну приобрести долгожданные крылья. Ульяна Шагина, Артур Старостин, Иван Яковлев, Павел Пахомов, Емикон, Якутск. Согласно государственной программе «Доступная среда», доступность для инвалидов должна обеспечиваться в новых строящихся объектах и в старых домах. С проблемой неприспособленных жилых подъездов для маломобильных граждан столкнулись и в Мирнинском районе. Подробнее в сюжете Марферины Алексеевой. Доступность объектов составляет порядка 70%. При этом объекты образовательных услуг обеспечены практически 100%
укомплектованности. Несмотря на обеспечение доступностью социально значимых объектов, подъезды домов, где проживают инвалиды, до сих пор не приспособлены. Так, 75-летняя Антонина Шиталова, бабушка 22-летнего Антона, всю его жизнь собственноручно спускает своего внука с 4-го этажа, для того, чтобы отправить его на работу или просто подышать воздухом. По словам Антона, им уже не первый раз обещают приобрести подъемник, так как в их подъезде проживает еще один инвалид-колясочник. Был бы толк еще с этого, что они ходят. А то только ходят, да разговаривают, вот, надо бы. И в том году к нам приходили тоже, это самое, говорили, что вот, будут, сделают, там что-то, или купят там что-то, ну, какие-то эти. И что, и где это все. Да, еще, по-моему, в 17-м даже году, да, в 17-м году это еще дело было, по-моему, да, в конце года, 17-го. И где это все, уже год прошел с лишним. Было бы дело, а кто будет делать? Ну вот кто? Я не знаю, допустим, ну кто это вот? И вот буквально пару дней назад на улице Советская, 21 установили универсальные рельсы. Не жарко мне от них, не холодно. Могли бы вообще не делать там чего-то, поэтому они нам никак. Потому что я с 4-го этажа коляску спускаю по ступенькам, а там я его посадить даже там, на этой на лесенке на этой, спустить, посадить и спустить по этим рельсам, да я его не удержу. Такие рельсы-убийцы, как их называют в народе, установили еще в нескольких домах города. Решение этой проблемы – расселение, говорят работники социальной политики района. Работники подрядных организаций, которым поручили строительство пандусов, рассказывают, что из-за домов на сваях соорудить пригодный пандус невозможно. Всего в городе Мирном 32 инвалида-колясочника. Из них около 20 человек остро нуждаются в сооружении пандуса или подъемника. А в некоторых социально значимых организациях решили проблему отсутствия пандуса приобретением подъемника. Они бывают разного вида – шагающие и гусеничные. И при отсутствии лифта или пандуса они являются единственным решением для людей с ограниченной подвижностью. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Традиционный конкурс «Баянай» прошел в Ленском районе. В Наторе встретились самые заядлые охотники. Кто в этот раз стал лучшим, узнавала Анна Кожевникова. Один из самых сложных этапов эстафеты – это переправа через реку. По веревкам даже передвигаться сложно, а спортсмены должны пройти этот участок с максимальной быстротой. Вот уже в 7-й раз самые заядлые охотники района собираются в Наторе выяснить, кто лучше. В этом году Артанахаринский наслег представил 3 команды. Одну от Артанахары и 2 от Чимчи. Приехала команда из Биченчи. Традиционно приняли участие соседи Нюйцы и, конечно, хозяева праздника. Пропаганда, здоровый образ жизни, ну и охотников, и промысловиков, ну и, конечно же, охраны природы, да, чтобы мы должны у себя жить и охранять свою природу и своих, кто там, ну, живет, можно так сказать. Это спокон веков традиция наша, чтобы учить своих подрастающего поколения. Самыми зрелищными были конкурсы прорубания лунки и кипячения воды. Оказалось недостаточным быстрее развести огонь, как это случилось у нюйцев. Их костер запылал самый первый, но вода закипела вперед у артанахаринцев. Зрители отчаянно болели за свои команды. С рекордным временем 37 секунд Валерий Никонов из Артанахары разобрал и собрал ружье. Такой показатель был впервые за 7 лет. Наторинская команда в этом году уступила гостям и заняла только 3-е место. Вторыми стали артанахаринцы, а первыми – чимчинцы. Первый раз 4-е место заняли, потом чемпионами стали. В этом, на юбилейном Буран выиграли. В прошлом году 4-е тоже. И нынче восстановились 5-1. Ну, это... Баянай нам помог, и погода, и народ, и зрители, все помогли. Баянай – это не просто конкурсы среди охотников, это большой праздник для всего района. Он стал брендом наторинского наслега. Я каждый год посещаю вот этот праздник, потому что сам охотник, и тем более сын участвует в эстафете, в команде. Ну и тем более, что это праздник, он объединяет вот поселение. Много теперь знакомых и в Артанахаре, в Чимче.
Вне зачета были такие состязания, как конкурс на лучшую строганину и стрельба из лука. Ее включили в программу впервые. Самый крупный призовой фонд был у конкурса гонки на буранах. 25 тысяч за первое, 15 за второе и 10 за третье место. Соревнования на буранах не входили в зачет команд. В них мог принять участие каждый желающий. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Якутске на ледовой арене Лейботер стартовал чемпионат республики по хоккею с шайбой среди детей. Нерюнгринский район на соревнованиях представляет команда «Энергия». Кто вошел в состав и с каким настроением юные нерюнгринцы отправились на чемпионат, в материале Тамары Игнатьевой. Уже 8 лет двойняшки Лера и Влад Шмидт везде вместе. Песни петь на сцене, учиться в одном классе, а еще играть в хоккей. Удивительно, но спорт этот Лера полюбила так же пламенно, как и брат. Среди пацанов команды «Энергия» девочка с косичками давно заслужила уважение. Ребят поражает не только реактивность спортсменки, но и еще кое-что. Лера дерется, еще подножки ставит. Ну, еще она хорошо играет. Она самый лучший правый защитник. Она играет лучше всех в защите. Тренировки по составам, она появляется так, прям так резко, я же даже не замечаю. Повернусь, там ее нет, повернусь второй раз, она уже есть. Из 3 начинавших девочек сегодня Лера осталась единственной леди в команде. Лить слезы или капризничать на корте девочка себе не позволяет. Оказалось, правый защитник Шмидт может не только стойко держать оборону, но и оперативно принимать самостоятельные решения. Мой брат Влад захотел попробовать хоккей, вид спорта, и мне тоже он стал интересен. Я решила попробовать с ним, и мне понравилось. Готовясь к предстоящему республиканскому чемпионату, юные хоккеисты тренируются ежедневно по 2 раза в день – на льду и на земле. Сыгранность хорошая, но как бы она не доведена до идеальности, но все-таки дети еще как. А так в целом ребята уже видят друг друга на площадке, понимают. В хоккее недостаточно только физической подготовки. Куда важнее моральный настрой юных спортсменов и командный дух. Играть надо собрано, чтобы победить. У нас есть защитник, который от синей линии, от нашей, стреляет в девятки. Я думаю, что мы покажем хорошие результаты, потому что мы очень хотим победить. Польза хоккея для детей очевидна. Он закаляет их волю и помогает приобрести коммуникативные навыки. Делает ребенка дисциплинированным и высокоорганизованным. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерингри. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами. Удачи вам!